Иркутске завтра пройдет прощание с оперной певицей и педагогом Надеждой Шепелевой. Гражданская панихида начнется в 10 часов в Театре оперы и балета. Супруга народного писателя Якутии Дмитрия Кононовича Сорона Амалона ушла из жизни на 97-м году. О предназначении певицы и музы великого сына якутского народа в материале Туяры Филипповой. Звучная и драматическая сопрано, пленительная красота и десятки созданных ее образов в знаменитых оперных постановках запомнились и полюбились якутскому зрителю того времени. Концертная, затем общественная и преподавательская деятельность. Таланты искали в глубинках Якутии. Так однажды на прослушивание к Шепелевой попала Мария Николаева, будущая народная артистка Якутии. Когда я зашла в музыкальное училище, директор Барахсанов, он говорит: ой, издалека приехала, но опоздала. Мы уже, говорит, прием закончили. Я чуть не расплакалась и говорю: а мне Надежда Семеновна сказала: поезжайте, они вас примут. Он говорит: а, надо было сказать. И он сразу из ящика стола вытащил список, там, кого она набрала. И так, что я поступила. Так что она мне дала светлый путь вот, в мое любимое искусство. Многим ныне известным артистам, работая в должности заместителя министра культуры, прославленная певица дала путевку в мир искусства. Далекий 80-й год она повезла нас в далекую Башкирию, группу молодых выпускников музыкального училища для поступления в кафедру сольного пения в Уфимский институт искусств. В 1985 году, когда мы стали солистами оперы, она всегда следила за нами, и нашими успехами, за нашей работой там. Непрерывное музыкальное образование, 123 детских музыкальных школ, открытых в те годы по всей республике, тоже заслуга Надежды Шепелевой. А ее мечта создания консерватории в Якутии отчасти тоже воплотилась в жизнь. Роль Надежды Семеновны с именитым мужем Сороном Амалоном – это идея создания высшей школы музыки как высшее музыкальное образование. Но все же главную роль в ее жизни судьба предназначила быть женой и музой великого сына якутского народа Дмитрия Кононовича Сивцева Сорона Амалона. Нас соединила Адамхо. Вот с чего начался наш роман. Он в меня влюбился по уши. 4 года я ему отказывала. И 4 года я терзала его сердце. И он страдал. Невозможно. Я почувствовала всю красоту его души. Человек, который может класть на плаху класть голову во имя своего народа. Это был очень такой счастливый и очень успешный и триумфальный синтез, я считаю. Содружество, любовь, общая семья. Это, конечно, мы, дети, счастливы тем, что мы прожили рядом с такими выдающимися людьми. Предназначение человека в этой жизни – реализация талантов и способностей. А для женщины это еще и помогать своему мужчине реализовать это предназначение. И в том, и в другом Надежда Шепелева, несомненно, была счастлива.